Телеурок. Прозвенел и смолк звонок. Начинается урок. Тихо, девочки, за стол сели. Тихо, мальчики, за стол сели. На меня все посмотрели. Доброе утро! Меня зовут Ирина Николаевна. Сегодня я проведу с вами урок математики. Телеурок. Ребята, посмотрите на слайд и улыбнитесь солнышку. Теперь это хорошее настроение передайте своей маме и мне. А проведем сегодня мы урок необычный. Необычен он тем, что мы идем искать клад. А людей, которые ищут клад, называют кладоискателями. Маша и Миша будут нас сопровождать и помогать нам. Вы готовы? Тогда давайте готовиться к путешествию. Путь нам укажет вот эта карта. Ребята, что мы возьмем с собой в путь? Да, конечно, мы возьмем с собой лопату и другие инструменты. А что еще нам нужно обязательно соблюдать, чтобы не сбиться с пути, четко по карте идти? Конечно, внимание. Вот сейчас мы проверим, насколько вы внимательны. Пожелаю всем удачи, в добрый путь, в добрый час. Мы строго следуем по карте, и впереди лес заданий. Назовите числа в порядке убывания. Увеличьте на 4 числа. Назовите компоненты сложения. А вот сейчас назовите компоненты вычитания. Молодцы, ребята, справились с заданием Миши и Маши. Продолжаем. Перед вами полоски разного цвета. Сравните их по длине. Ребята, каким способом вы будете сравнивать отрезки? Давайте сравним их с помощью знаков больше, меньше или равно. Правильно, полоска зеленого цвета по длине больше. Молодцы, ребята! А мы с вами идем дальше. Посмотрите, перед вами 2 дороги. По какой дороге нам нужно пойти, чтобы быстрее до поляны дойти? Ребята, такие линии мы называем отрезки. Мы видим, длина отрезка красного длиннее. А можем ли мы узнать, какова длина каждого отрезка? Нет, не можем. Нужно наложить отрезки друг на друга. А что нужно сделать, чтобы измерить длину дорог? Так вот, ребятки, и тема сегодня нашего урока – это единица измерения длины – сантиметр. Сегодня на уроке мы познакомимся с единицей измерения длины – сантиметр. Научимся пользоваться линейкой для измерения длины. Телеурок.
Ребята, как вы думаете, как в старину умели измерять длину? Для того, чтобы измерения получились одинаковые, мерки должны быть одинаковые. Поэтому, чтобы не было неразберихи, люди договорились использовать одинаковые мерки и вывели эталоны мер. Кто из вас знает, в чем измеряется длина дороги? Правильно, в километрах. А какими мерками измеряют длину ткани в магазине? Верно, метрами. Вам нужно измерить длину пояса. Чем будете пользоваться? Сантиметром. На нашем пути встретился необычный мальчик, которого зовут Сантиметрик. Что за странное имя? Как вы думаете, от какого слова оно образовано? С помощью сантиметрика мы будем учиться измерять. В математике есть такая единица измерения длины – сантиметр. Сокращенно обозначается см. Мы с вами убедились, что должна существовать мера, которая будет являться общей для всех. А каким инструментом вы можете измерить длину? Линейкой. С помощью линейки можно измерить отрезки и измерять их длину. На что похожа линейка? Правильно, на числовой луч. А чем похожа линейка на числовой луч? На ней изображены цифры и черточки. Расстояние между соседними большими делениями на линейке одинаковое. А расстояние от одной отметки до следующей называют сантиметр. Посмотрите, как выглядит отрезок длиной 1 сантиметр. Найдите на ваших линейках 8 сантиметров, 5 сантиметров, 2 сантиметра. Молодцы! Мы с вами идем дальше. Телеурок. Ребята, теперь мы сможем узнать длину каждой дороги и выбрать самый короткий путь. Как правильно измерить длину предметов с использованием линейки? Давайте с вами вместе скажем. Прикладываем линейку так. К отрезку совмещаю 0 на линейке с началом отрезка. Определяю число, соответствующее концу отрезка. Это длина отрезка. Записываю результат измерения. Теперь мы знаем, как измерить длину предмета. Давайте проверим. Сейчас каждый из вас пусть измерит длину своего карандаша и запишите эту длину в сантиметрах. Вот и речку перешли, к цели близко подошли. Вот и клад мы с вами нашли. А в сундуке прятались пословицы. Прочитаем пословицу. Не гонись за золотом, гонись за знаниями. Знание – богатство, а применение его – совершенство. Ребята, какой же клад мы сегодня нашли? Клад
знаний. Наш урок закончился. Мы сегодня на уроке узнали новую единицу измерения длины – сантиметр. Можем мы теперь измерять длину отрезков, и мы можем применить свои знания в жизни. Большое спасибо всем за отличную работу. Если вам понравился урок и вы почувствовали себя комфортно, нарисуйте солнышко. Если вы что-то не поняли и вам было скучно на уроке, нарисуйте тучку. До свидания, до новых встреч!